Птичка, открывай рот. Какой горячий. И какой вкусный, да нежный. Думаю, очень вкусно будет. Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня утро. Утро такое пасмурное. С утра было солнышко, а сейчас опять вон снег идет. Хотела на улицу выйти, поубирать там мусор. Но придется, наверное, дома сегодня опять быть. Так что погода уже как бы сколько дней уже ветреная, сильный ветер дует. Вот, и вон снег опять начал идти. Так что мы на кухне сегодня, и я хочу приготовить рыбу, значит, речную рыбу. Щука вон какая большая, окунь. Ну, здесь еще... Как, Сергей, это называется? Вот я хотел остаться в партизанах, но не получилось. Всем привет, друзья. Маша еще так и меня сподвигла на то, чтобы там я тоже там поучаствовал в разговоре. Короче, вот такие у нас дела. У нас сегодня рыба, ну, в общем-то, щука в основном будет, конечно. Рыба по деревенской печке будет. И что у нас? Собственно говоря, у нас сама рыба есть речная. Вот Маша сейчас приступит. Мы уже там ее распотрошили и вымыли. Собственно говоря, у нас сейчас речка-то открыта. Это рыба речная, своя. А на улице мороз, даже снег идет. И о съемке на рыбалке даже речи пока еще не идет. Но видите, рыбу-то я поймал. Верите, не верите, это уже ваше дело. Я бы лично не поверил, что я сам поймал. Ну, короче говоря, я немножко поснимаю как. У нас вот там есть чугунная сковорода. И Маша вот солит и кладет вот такие кусочки прямо на сковороду. Правда, вдалеке там, напротив света, опять же, съемка у меня получается, но как есть, поснимаю. Вот. В основном, сначала положим щуку, потом вот там есть окушки, ну и хариус такой небольшой, но хариус Маша любит, да, мы засолим. Она так есть хариус соленый, да, очень любит, а я вот с некоторых пор я не ем этот хариус, ну, в сыром виде, в соленом виде. Вот. Тоже любил так-то и люблю до сих пор, вкус мне очень нравится, но есть другие причины, чтобы не есть его. Так. Так, сюда потом разложили щуку. И, не щуку, окунь. Да, одного окуня. Этих двух окушок оставим, наверное, на уху. А вот этого окуня положим еще на сковородку. Нам это хватит вполне. Голову отрезаем малышке и этому барсику. Ну, рецепт, конечно, простой. Наверное, хватит, Маша. А потом на уху-то не останется. Из двух окуней вот сварим муку на литровой кастрюле. И он еще есть икра. Отлично уху сделает. Разложили нашу рыбу. И сейчас еще что Маша сюда положит, я поснимаю. А за окном, друзья, вот такая картина. Я не знаю, передает, нет картина. Снег идет. Снег. Настоящий снег. Вот так. Третий день уже. То солнышко, то снег. Вчера вообще очень сильный ветер был. Вот такая погода у нас стоит. Так, Маша наливает молоко в нашу сковороду. И сюда добавлю еще масло сливочное.
Вот такие кусочки сливочного масла, 2 штуки положили, еще там, ну, я не знаю, молоко хватит, не хватит. Может, еще положишь немножко молока. Ну и все. Главное посолить не забыть. Там. Посолили? И все. Сейчас будем отправлять в печку. Ну и вот это, друзья, этот хариус пойдет на засолку. Эти 2 окуня пойдут на уху. Вот. В литровой кастрюле для нас двоих ука, юшка. Ой, очень вкусная будет. Вещь. Прям. Вот так. Ну и все. Вперед в печку. Все, отправляем нашу рыбу в печку. Вроде как жар еще есть там. Не знаю, успели или нет. Просто печку пораньше затопили сегодня. А потом... Ну... Займемся своими делами. Рыба появилась потом. Не думали, что это самая рыба будет, но рыба появилась. Сергей Иванович пришел с рыбалкой. Вот. Наловил много рыбы. Да, ну что, пускай будет наша рыба приготовится вкусненько и румяной корочкой. Ну, румяной корочки на рыбу не должно быть, а сверху пенка должна зарумянить. Вот так. Ну что, будем ждать между делом и заниматься своими делами, друзья. Да, на улице снег-то какой крупный. Зима пришла. Да. Погода холодная, мокрый дождь, мокрый снег. И ветер еще плюс такой. Но здесь у нас Умка, как всегда, прыгает. Да, разговаривает, на волю хочется. Вот такая погода, майская. Майские праздники у нас такие. Так, друзья, прошло... Я не знаю даже, сколько прошло времени. Рыбка наша зарумянила, сейчас я вам покажу. Вот смотрите как. Маша говорит горячо. Держи, держи, держи. Сейчас на стол и сразу горячую рыбу будем кушать. И на стол нашу сковородку с нашей румяной, вкусной рыбкой из печи. Речная рыба из печи, запеченная в молоке. Это комы, можно сказать, комы блюдо это. Еще делают, молоко смешивают с яйцом иногда. Вот. На улице, пока рыба у нас жарилась, вышло солнышко. Снег перестал на минутку, наверное. Туча придет опять. Вот так, сейчас меня Маша, сейчас мы будем, короче говоря, кушать. Ну, я камеру уже с рук не буду выпускать, меня Маша угостит немножко. Согласна? Да. Ну и сама попробует, естественно. Все, дегустация. Ну, короче, мы будем кушать так-то. Мне, как обычно, Маша кладет хвостик. Я люблю хвостик. Со сковородкой-то вкуснее, конечно. О, видите, какая румяная, горячая. Прям пышет жаром. Сейчас меня угостит немножко на камеру. Чуть-чуть, маленький кусочек мне дай. Я попробую, угадаю. Соль там со стороны хвостика самого. Птичка, открывай рот. Какой горячий. И какой вкусный, да нежный. Свежая речная рыба. Ну-ка мне жишку тюкни.
Очень вкусно будет. Ну Да. Ну и Это просто чудесно. Мне, давай сама попробуй. Скажи. Все чудесно. Я ем, друзья, за кадром. Наверное, слушайте мое чавканье, извините меня за это. Но вкусно очень. Он как рыба смотрится, как на тарелочке. мягкая, вкусная, А ты сочная. знаешь, на каком-то видео написали нам, что, говорит, кушаете со сковородки, тарелки же есть. Как эта женщина же написала. Да я говорю, ну я отвечаю, ну так вкуснее же, давайте. Тарелки есть, но так вкуснее. Со сковородкой вообще вкусно все. Потому что сковородка долго не остывает. Вот кладешь вот этот на блюдечко, оно моментально это остынет. А сковородка, она горячо долго держится. Вот так. Ну что, Мария Олеговна, спасибо тебе за очередную вкусняшку. И я тоже приступаю к ужину. Вот такая рыбка. Домашняя, по-деревенски. И можно сказать, это рецепт. Свежий, да, сочный, да. Это рецепт комы рецепт, комы народа. В печке с молочком. И еще иногда молоко добавляет яичко. Ну, яйцо. И смешивают так. Ну, мы без этого. А мы без этого, да. Супер. Балдеем. Рыбка свежая. У нас речка открытая. Рыбка свежая, своя речная. Без всяких химий. Все, продолжаем кушать. Вот так. Палец вверх поставишь. Вверх палец поставь. Во. Вкусно. Да. Приятного аппетита. Спасибо. Огурму кучись нельзя. Чески, да? Сейчас я выключу, да я к тебе присоединюсь тоже. А вы знаете, секрет еще скажу. Маша мне чистит кости. Это секрет скажу. Раньше, когда я был маленький, мне чистили братья и сестры, мама с папой, а потом уже сейчас уже Маша чистит. Ну, сам тоже ем, но по большей степени, где больше костей, вот таких мелких костей, чистит Маша. Вот такой секрет еще свой расскажу небольшой. Ешь, остынет. Я на тебя смотрю через камеру, как ты приятно кушаешь. Вкусно, вот и кушаю. Сочная, мягкая. Всем приятного аппетита.